Группа инвалидности одна, а степень ограничения способности к трудовой деятельности при этом разная. Отсюда и зависимость величины пенсии. Так идет с 2004 года. Теперь, с 1 января, решено вернуться к старой системе назначения пенсии по инвалидности, только по группе. Ну, это связано с тем, что многие инвалиды степень ограничения способности имеют ниже, чем первую группу, и они проигрывали, соответственно, в выплате. Пока потеря повышенной базовой части инвалидов первой группы со второй степенью ограничения составляет 1950 рублей. Так вот, с 1 января они получат прибавку 2562 рубля. Хочу успокоить и тех инвалидов, которые сегодня имеют вторую группу инвалидности, но третью степень ограничения способности к трудовой деятельности. Они сегодня получают повышенную базовую часть, на них это нововведение не распространяется. Изменен порядок начисления пенсии по третьей группе инвалидности. Если сейчас стажевый коэффициент ограничивается 30%, то с нового года он возрастет до 55%, плюс 1% за каждый год работы. При большом рабочем стаже этот коэффициент может прыгнуть до 75%. И этим стимулируется более поздний выход на пенсию. Что касается той категории людей, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. А таких только в Саранске насчитывается более 5000. С 1 января ежемесячный доход пенсионера с учетом всех выплат, как федерального, так и местного значения, не будет меньше прожиточного минимума. И еще, приходить в управление пенсионного фонда не нужно. Все, кого коснутся изменений в размере пенсии, получат об этом уведомление. Маргарита Шаинова, Денис Песков, Вести Мордовия.